За 3 дня до того, как Чыныбай Турсунбеков покинул кресло спикера парламента Киргизии, в его кабинет на 3-м этаже Белого дома поздним вечером пришел человек, которого не зарегистрировала ни одна охрана. Существовал негласный список лиц, имевших право на так называемые «невидимые визиты». Встреча без протокола, без свидетелей, без следов в журналах регистрации. Помощник спикера, дежуривший в приемной, слышал повышенные голоса. Редкость для человека, который всю жизнь говорил тихо и медленно, будто взвешивая каждое слово на аптекарских весах. Когда посетитель вышел через служебный выход, минуя центральный холл, Турсунбеков стоял у окна спиной к двери. Плечи его дрожали. Позже помощник скажет, что в ту ночь босс выглядел так, будто узнал нечто непоправимое. Что-то, что невозможно забыть и нельзя исправить. Что происходило за закрытой дверью кабинета номер 312? О чем говорили два человека, один из которых через годы станет президентом страны, а второй уйдет в политическую тень, унося с собой тайну этой встречи. Архивы администрации президента хранят молчание. Свидетели, работавшие в Белом доме в те дни, вспоминают обрывки. Странное напряжение в коридорах, внезапные смены охраны, исчезнувшие из расписания встречи. Один бывший депутат фракции, близкий к Турсунбекову, согласился говорить с нами при условии анонимности. Его слова обжигают. Чыныбай после той ночи стал другим человеком. Он всегда был осторожен, но теперь казалось, что каждое его движение продумано на 3 шага вперед. Будто он знал, что за ним следят. Или готовятся нанести удар. Неужели в тот вечер Турсунбеков получил предупреждение? Или прямую угрозу? Кто обладал достаточной властью, чтобы войти к спикеру парламента незамеченным и выйти, оставив его сломленным? В архивах службы государственной охраны нет записи о визитёрах в кабинет спикера в ту ночь. Камеры наблюдения в коридоре 3-го этажа, как выяснилось позже, были отключены на техническое обслуживание. Журнал дежурного охранника за те сутки содержит странную лакуну. Страницы с записями с 21 часа до полуночи отсутствуют. Будто ее аккуратно вырезали лезвием. Совпадение или зачистка следов? Водитель, который отвозил Турсунбекова домой той ночью, вспоминает. Босс молчал всю дорогу, глядя в окно на ночной Бишкек. А у подъезда сказал странную фразу. «Иногда цена кресла — это твоя жизнь». Что он имел в виду? О какой цене говорил человек, который провел десятилетия в большой политике и видел расцвет и падение режимов? Может быть, в ту ночь Турсунбеков понял, что игра вышла на новый уровень, где правила диктует один человек, и эти правила не оставляют места для компромиссов. Следующие недели Турсунбеков вел себя так, будто готовился к неизбежному. Он начал передавать дела, делегировать полномочия, которые раньше держал только в своих руках. Депутаты удивлялись. Еще вчера спикер контролировал каждую запятую в законопроектах, а теперь будто устранился. Стал наблюдателем в собственном парламенте. На закрытых фракционных совещаниях он говорил меньше, слушал больше, а когда говорил, фразы звучали так, будто человек прощается. «Мы должны думать о стране, а не о креслах», — повторял он, и эти слова, которые можно было бы счесть банальностью, в его устах приобретали пугающий смысл. Будто Турсунбеков знал, что его кресло уже не принадлежит ему, что решение о его уходе принято где-то в других кабинетах, другими людьми, и ему остается только сыграть свою часть в этом спектакле достойно. Когда через месяц после той ночной встречи Турсунбеков объявил об отставке с поста спикера, политическая элита Киргизии ахнула. Официальная версия звучала нейтрально. Личные причины, желание уделить больше времени партийной работе, здоровье. Но те, кто знал его близко, видели правду. Это был не добровольный уход. Это было бегство. Бегство человека, которому показали, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, а может быть, опасно. В кулуарах парламента циркулировали слухи, каждый страшнее предыдущего. Говорили, что на Турсунбекова собрали компромат. Настолько серьезный, что он мог разрушить не только карьеру, но и свободу. Говорили, что ему предложили выбор — уйти по-хорошему или быть выставленным на публичное унижение.
Говорили даже, что речь шла не только о политической смерти. Но никто не говорил главного. Кто стоял за этим ультиматумом? Кто обладал достаточной силой, чтобы сломать одного из самых опытных политиков страны? Имя, которое шептали за закрытыми дверями, принадлежало человеку, который в те годы только набирал политическую мощь, но уже успел показать, что не прощает предательства и не терпит конкурентов. Алмазбек Атамбаев. Премьер-министр. Амбициозный, жесткий, готовящийся к президентской гонке. Видел в Турсунбекове не союзника, а препятствие. Два человека, два политических тяжеловеса, каждый со своей командой, своими интересами, своим видением будущего страны. Но в Киргизии, где власть — это не абстракция, а конкретные ресурсы, конкретные должности, конкретные деньги, двум альфам не было места в одной стае. Кто-то должен был уступить. И этим кем-то стал Чыныбай Турсунбеков. Но был ли это просто политический маневр? Или что-то более темное, более личное, что превратило профессиональное соперничество в войну на уничтожение? Чтобы понять, что произошло между этими двумя людьми, нужно вернуться на несколько лет назад. Нужно посмотреть, как строились их отношения, где пролегла трещина, которая со временем превратилась в пропасть. Нужно увидеть Турсунбекова не в момент падения, а в зените, когда он был одним из самых влиятельных людей в стране, когда его слово могло решать судьбы законов и людей. Потому что падение человека начинается не в день отставки, оно начинается в тот момент, когда он понимает, игра закончена, и он проиграл. А этот момент для Чыныбая Турсунбекова наступил в тот самый вечер, когда в его кабинет пришел невидимый посетитель и сказал слова, после которых жизнь спикера парламента разделилась на «до» и «после». Какие именно слова? Мы можем только догадываться. Но последствия этих слов мы видим до сих пор. Представьте, что вы потратили 20 лет на строительство политической карьеры. Медленно, методично, не делая резких движений, завоевывая доверие, наращивая связи, становясь незаменимым. Вы дошли до вершины. Кресло спикера парламента, третье лицо в государстве, человек, который определяет повестку законодательной власти. И вот однажды утром вы просыпаетесь и понимаете, все, что вы построили, может рухнуть в одночасье. Потому что появился человек, для которого вы не партнер, не соратник, даже недостойный противник. Для него вы — препятствие, которое нужно убрать. И у него есть для этого все инструменты. Так Чыныбай Турсунбеков впервые ощутил, что такое настоящая политическая беспомощность. Когда силы не равны, когда борьба бессмысленна, Атамбаев не просто хотел президентского кресла. Он шел к нему, сметая все на своем пути. Его методы работы с кадрами были легендарны в политических кругах. Публично — демократ, сторонник диалога, человек будущего. За закрытыми дверями — холодный прагматик, который не прощает инакомыслия и помнит обиды годами. Турсунбеков, воспитанный в традициях старой советской школы, где конфликты решались кулуарно, через переговоры и компромиссы, столкнулся с новым типом политика. Атамбаев не вел переговоры. Он ставил ультиматумы. Он не искал компромиссы. Он добивался капитуляции. И когда Турсунбеков попытался сохранить самостоятельность, показать, что спикер парламента — это не техническая должность, а реальная власть, Атамбаев воспринял это как вызов. А вызовы он принимал всегда. Точкой невозврата стал закрытый совет фракции, на котором обсуждался вопрос о поддержке президентских амбиций Атамбаева. Турсунбеков высказался осторожно, но ясно. Партия должна сохранять многополярность, не ставить все на одну карту, оставить пространство для внутрипартийной конкуренции. Формально разумные слова опытного политика, который думает о стабильности партии. Фактически прямой отказ в безоговорочной поддержке. Атамбаев молчал всю встречу, но те, кто был в зале, запомнили его взгляд. Холодный, оценивающий. Как у хирурга, который решает, где резать. После того совещания один из депутатов, сидевший рядом с Атамбаевым, услышал, как премьер негромко сказал своему советнику: «С этим нужно разобраться». 3 слова, но в них была программа действий. Через неделю началась серия публикаций в провластных СМИ.
Мягких, обтекаемых, но направленных. Турсунбеков упоминался как политик старой формации, человек прошлого, тормоз реформ. Сначала намеки, потом прямые выпады. А потом началась настоящая работа. Та, что не видна в газетах. Депутаты, считавшиеся соратниками Турсунбекова, начали один за другим переходить в лагерь Атамбаева. Не открыто, не скандально, просто постепенно, как тает лед под весенним солнцем. На голосованиях позиция спикера переставала находить поддержку. Его инициативы проваливались. Его слова игнорировались. Медленно, методично его превращали в техническую фигуру, лишённую реального влияния. Это было унизительно. Это было больно. Но самое страшное — это было эффективно. Турсунбеков понимал, он проигрывает битву не потому, что слаб, а потому что противник контролирует поле боя. Атамбаев управлял ресурсами, деньгами, назначениями. Он мог обещать депутатам должности, бюджеты для регионов, защиту от проверок. Что мог предложить Турсунбеков? Только лояльность принципам, которые в новой политической реальности не стоили ничего. Один из бывших соратников спикера, который в те месяцы перешел на сторону Атамбаева, спустя годы рассказал об этом журналисту. Его голос дрожал. «Меня пригласили в офис партии. Там сидел человек из команды премьера. Разговор был коротким. Он сказал: «Либо ты с нами, и у тебя будет будущее в новой власти, либо ты с Турсунбековым, и через полгода окажешься вне политики. Выбор за мной». Мне дали сутки на размышления. Этот депутат выбрал будущее, как и десятки других. Турсунбеков смотрел, как его команда рассыпается, как люди, которым он доверял, которых продвигал, один за другим отворачиваются. Он не винил их. Он понимал логику. В политике выживает тот, кто умеет вовремя менять сторону. Но понимание не делало предательство менее болезненным. К тому моменту, когда Турсунбеков сидел в своем кабинете, глядя на ночной Бишкек за окном, после той встречи с невидимым визитёром, он уже знал, что война проиграна. Он мог продолжать держаться за кресло, изображать борьбу, играть роль влиятельного политика, но это была бы пустая игра. Реальная власть давно перетекла в другие руки. Оставалось только признать поражение с достоинством или ждать, пока тебя унизят публично. Турсунбеков выбрал первое. Он ушел сам, на своих условиях, сохранив лицо. По крайней мере, так это выглядело снаружи. Но внутри, как рассказывают близкие, что-то сломалось в тот день окончательно. Не просто политическая карьера, нечто более глубокое. Вера в то, что в политике существуют правила, что лояльность что-то значит, что годы работы и репутация имеют вес. Атамбаев показал ему новую реальность. В большой игре правила пишет тот, у кого больше ресурсов и меньше сентиментальности. Когда Турсунбеков покинул Белый дом в последний раз как спикер, проходя мимо охранников, которые еще утром козыряли ему, а теперь смотрели сквозь, он думал о том, что политика — это не шахматы, где у всех равные условия в начале партии. Политика — это покер, где размер стека решает больше, чем мастерство игрока, а у него закончились фишки. Атамбаев забрал банк, даже не показывая карты. Но самое странное началось потом, после ухода. Когда Турсунбеков думал, что его оставят в покое, что он сможет тихо доживать политическую жизнь на вторых ролях, не мешая новому президенту строить свою вертикаль. Оказалось, для Атамбаева недостаточно было победы. Ему нужно было, чтобы побежденный навсегда запомнил свое место. «Я видел его за месяц до того, как все случилось», — говорит бывший депутат парламента, который работал с Турсунбековым больше 10 лет и до сих пор не может говорить о нем без дрожи в голосе. Чиныбай пришел на встречу фракции. Он всегда был подтянутым, следил за собой, держал спину прямо. А тут вошел, и я увидел старика. Не по возрасту, а по взгляду. Будто что-то внутри погасло. Когда я спросил, как дела, он улыбнулся, но эта улыбка была хуже слез. И сказал: «0». Я тогда не понял, о чем он. Теперь понимаю. Он знал, что его больше не воспринимают как угрозу, а значит, защиты нет никакой.
Эти слова — ключ к пониманию того, что происходило с Турсунбековым после отставки. Он не просто потерял должность, он потерял защитный кокон, который дает высокий пост в авторитарной системе. Пока ты у власти, ты неприкосновенен. Не по закону, а по понятиям. Тебя боятся трогать, потому что неизвестно, какие связи и рычаги у тебя есть. Но стоит тебе упасть, и ты становишься открытой мишенью. Бывшие союзники отворачиваются, чиновники перестают брать трубку. Бизнесмены, которые раньше выстраивались в очередь навстречу, внезапно становятся очень занятыми. Ты превращаешься из субъекта политики в объект. Того, с кем можно делать что угодно, потому что защитить тебя некому. Турсунбеков это понял очень быстро и начал бояться. Первые признаки паранойи заметили близкие. Он начал проверять телефон на прослушку. Сначала незаметно, потом открыто, при людях. Менял номера, отключал гаджеты во время разговоров. На встречах просил выйти на улицу, гулять во время беседы, чтобы микрофоны не записали. Водителей начал менять каждые 2 недели, не объясняя причин. Просто приказывал службе безопасности находить новых людей. Один из охранников, работавший с ним в тот период, вспоминает. Босс мог среди ночи позвонить и спросить: «Вы уверены, что за домом никого нет?» Я выходил, проверял периметр, докладывал. Все чисто. Он благодарил и клал трубку. Но через час мог позвонить снова с тем же вопросом. Окружение списывало это на стресс после отставки, на депрессию, на возрастные изменения. Никто не задумывался, а вдруг у Турсунбекова были реальные основания бояться. Потому что параллельно происходили вещи, которые на первый взгляд казались случайными, но в совокупности складывались в тревожную картину. К дому Турсунбекова начали наведываться незнакомые машины. Соседи замечали, как черные седаны с тонированными стеклами медленно проезжали по улице, останавливались напротив ворот, стояли несколько минут и уезжали. Сотрудники налоговой службы вдруг заинтересовались бизнесом его родственников, небольшими семейными компаниями, которые годами работали без проблем. Проверки, запросы документов, вызовы на допросы по мелким несоответствиям. Ничего криминального, ничего, что привело бы к обвинениям. Просто постоянное давление, напоминание. Мы знаем, где вы. Мы можем достать в любой момент. Один из племянников Турсунбекова, малый предприниматель, рассказывает. «Дядя позвонил мне после очередной проверки. Сказал: «Извини, это из-за меня». Я не понял тогда. Думал, он преувеличивает. Но проверки действительно прекратились ровно через месяц после того, как он ушел из жизни. Турсунбеков не говорил об этом открыто, но в узком кругу давал понять. Он чувствует, что за ним следят. Что есть задача держать его в напряжении, не давать расслабиться. Показать, что даже вне политики он под колпаком. Зачем? Варианты разные. Может быть, опасались, что он начнет консолидировать оппозицию, использует свой авторитет, чтобы создать альтернативный центр силы. Может быть, хотели получить компромат на других политиков через его связи и контакты. А может быть, и эту версию шепчут те, кто знал обоих персонажей близко. Просто Атамбаев не умел оставлять поверженных противников в покое. Для него политика была не рациональной игрой интересов, а личной войной, где побежденный должен был не просто признать поражение, но унижаться, страдать, помнить, кто хозяин. Одна из встреч, о которой стало известно много позже, проливает свет на масштаб этой личной вражды. Атамбаев, уже будучи президентом, на закрытом совещании Службы государственной безопасности упомянул Турсунбекова в контексте разговора о политических рисках. По словам участника той встречи, президент сказал примерно следующее. «Есть люди, которые никогда не простят тебе победу. Они будут улыбаться в лицо, но за спиной точить нож. Таких нужно держать в поле зрения. Всегда». Имя Турсунбекова было в списке таких рисков. Человек, который добровольно ушел с поста, который не организовывал никакой оппозиции, который тихо доживал свои дни на задворках политики. Все равно рассматривался как потенциальная угроза. Это о многом говорит. О том, насколько глубока была рана, нанесенная отказом Турсунбекова поддержать президентские амбиции. О том, что Атамбаев видел в нем не просто неудобного политика, а личного врага.
И враги, как известно, не имеют права на покой. Турсунбеков понимал это и медленно ломался под этим грузом. Здоровье, которое до отставки было относительно крепким, начало сдавать. Сначала мелочи — бессонница, головные боли, проблемы с давлением. Потом серьезнее. Врачи настаивали на обследованиях, на лечении, но он отмахивался. Один из медиков, наблюдавших его, вспоминает. «У меня было ощущение, что пациент не хочет лечиться, будто он уже сдался. Я говорил ему, нужно серьезно заняться здоровьем, иначе последствия могут быть тяжелыми. Он кивал, соглашался, но ничего не делал. Как человек, который решил, что бороться бесполезно. Психосоматика. Термин, который современная медицина признает все увереннее. Когда душевные раны переходят в физические болезни. Когда стресс, страх, ощущение беспомощности начинают разрушать тело изнутри. А стресс у Турсунбекова был чудовищным, потому что он не просто потерял власть. Он потерял контроль над собственной жизнью. Он не знал, чего ожидать завтра. Придут ли с обыском? Откроют ли уголовное дело по сфабрикованному обвинению? Заберут ли кого-то из родных для профилактической беседы? В авторитарных системах, где закон — это не защита, а инструмент давления, такая неопределенность убивает медленно, но верно. Ты просыпаешься каждое утро с мыслью, а вдруг сегодня ты вздрагиваешь от звонка в дверь. Ты не доверяешь новым знакомым, потому что любой может оказаться информатором. Ты живешь в клетке страха, и эта клетка сужается с каждым днем. Близкие видели, как он угасает, но не могли понять причину. Врачи говорили о стрессе и переутомлении. Сам Турсунбеков молчал. А потом в один из осенних дней его сердце не выдержало. Официальная версия — острая сердечная недостаточность. Но те, кто знал обстоятельства последних месяцев его жизни, задавали вопрос, на который так и не получили ответа. Можно ли умереть от страха? Или от осознания того, что ты больше не хозяин своей судьбы? Что происходило с телом Чыныбая Турсунбекова в последний год его жизни — это медицинская загадка, которую врачи до сих пор не могут объяснить однозначно. Личный терапевт, наблюдавший его с 2000-х годов, хранил записи всех приемов. Обычная практика для пациентов такого уровня. Эти записи, часть которых мы смогли изучить благодаря родственникам, рассказывают историю стремительного физического распада, который не укладывается в логику обычного старения или даже хронических заболеваний. За 8 месяцев, прошедших с момента отставки до госпитализации, давление Турсунбекова скакало от критически низкого до опасно высокого, будто организм разучился регулировать собственные процессы. Анализы крови показывали воспалительные маркеры, характерные для людей, переживших тяжелую травму или длительный стресс. Сердечный ритм становился нестабильным. Врач фиксировал эпизоды тахикардии среди ночи, когда пациент просыпался в холодном поту, не в силах успокоиться часами. Но самое странное, все эти симптомы появились практически одновременно, будто кто-то щелкнул выключателем внутри организма почти 70-летнего мужчины, который еще год назад легко поднимался по лестницам Белого дома и работал по 12 часов в сутки без видимой усталости. «Я видел много политиков после отставки», — говорит тот самый терапевт, согласившийся на разговор при условии, что мы не назовем его имя. Обычно первые месяцы — это облегчение. Человек отдыхает, восстанавливается, давление нормализуется. С Чыныбаем Шаршенбековичем все пошло наоборот. Каждый визит он выглядел хуже предыдущего. Я настаивал на полном обследовании в кардиоцентре. Он отказывался. Я предлагал хотя бы отдых, санаторий, смену обстановки. Он кивал, обещал, но ничего не делал. В какой-то момент я понял — пациент не хочет лечиться. Или боится. Боится чего-то настолько сильно, что собственное здоровье отошло на второй план. Врач замолкает, смотрит в окно, потом добавляет фразу, от которой становится холодно. Знаете, есть такое понятие в медицине — психогенная смерть. Когда человек умирает не от конкретной болезни, а от того, что организм просто сдается под грузом невыносимого стресса. Тело отказывается функционировать, потому что психика больше не справляется. Я не имею права ставить такой диагноз официально. Но если бы меня спросили как человека, а не как врача,
Я бы сказал, Чыныбай Шершенбекович умирал от страха. Его тело сдалось раньше, чем остановилось сердце. Медицинская карта Турсунбекова за последние месяцы читается как хроника агонии. Май. Первые жалобы на бессонницу. Врач выписывает легкие седативные, пациент отказывается их принимать. Говорит, что боится заснуть и не проснуться. Июнь. Резкое падение веса. Почти 7 килограммов за месяц. При том, что аппетит сохранен, человек ест, но организм будто не усваивает пищу, сжигает себя изнутри. Июль. Первый эпизод прединфарктного состояния. Боль в груди, одышка, холодный пот. Скорая помощь настаивает на госпитализации. Турсунбеков отказывается. Требует, чтобы его оставили дома, подписывает бумаги об отказе от медицинской помощи. Родственники в недоумении. Человек, который всю жизнь был рационален, вдруг ведет себя так, будто больница для него опаснее, чем сердечный приступ. Август. Новые симптомы. Тремор рук, который он пытается скрыть, пряча ладони в карманы пиджака. Провалы памяти, когда забывает имена людей, с которыми работал десятилетиями. Приступы панических атак, когда среди разговора вдруг бледнеет, покрывается испариной, просит оставить его одного. Сентябрь. Последняя запись в карте, сделанная врачом за неделю до трагедии. Пациент в крайне тяжелом состоянии. Отказывается от госпитализации категорически. Говорит, что квоут 1. Настаивал на визите на дом вместо приема в клинике. При осмотре — признаки декомпенсации сердечной деятельности. Критические показатели. Умолял дать ему квоут 2. На вопрос квоут 3 не ответил. Что значит это «продержаться еще немного»? Чего ждал Турсунбеков? Или от чего пытался сбежать, отказываясь ложиться в больницу, где его состояние могли бы стабилизировать? Родственники вспоминают странные фразы, которые он бросал в последние недели. «В больнице человек беззащитен», — сказал он племяннику, когда тот настаивал на госпитализации. «Там могут сделать что угодно, и никто не узнает». Семья приняла это за паранойю, симптом нервного истощения. Но если отбросить медицинские термины и посмотреть шире, по словам близких, Турсунбеков действительно боялся, что в больнице с ним могут расправиться. В стране, где, по некоторым данным, политические убийства маскировались под несчастные случаи и внезапные болезни, где неудобные люди умирали от сердечных приступов в изоляторах и клиниках, такой страх был не паранойей, а трезвым расчетом. Один из журналистов, специализирующихся на политических расследованиях, говорит прямо: «В постсоветском пространстве больничная палата — идеальное место для тихого устранения. Контролируешь доступ, контролируешь медперсонал, контролируешь информацию. Человек умирает, все списывают на тяжелую болезнь. Вскрытия делают свои, вопросов не возникает». Турсунбеков был достаточно опытным политиком, чтобы понимать эти механизмы, и достаточно напуганным, чтобы предпочесть умереть дома, чем рисковать в стенах медицинского учреждения, где он будет полностью беспомощен. Но организм не спрашивает разрешения, он просто ломается, когда ресурсы исчерпаны. Турсунбеков держался на силе воли, на лекарствах, которые глушили симптомы, но не лечили причину. А причина была не в сердце, причина была в душе, разъедаемой страхом и отчаянием. Каждое утро он просыпался и не знал, будет ли этот день последним. Каждый звонок в дверь заставлял его вздрагивать. Каждая незнакомая машина у дома казалась угрозой. Люди не понимают, что значит жить в постоянном ожидании удара. Это не драматическая метафора. Это физиологический процесс. Организм постоянно находится в режиме «бей или беги». Адреналин и кортизол выбрасываются в кровь непрерывно, истощая надпочечники, разрушая сосуды, изнашивая сердце. Человек буквально сжигает себя изнутри. И рано или поздно тело говорит: «Всё, я больше не могу». Для Турсунбекова этот момент наступил осенним вечером, когда он упал на пороге собственного дома, схватившись за грудь. Скорую вызвали соседи, услышавшие крик жены. Врачи сделали всё возможное. Но сердце, которое слишком долго работало на пределе, отказалось биться. Знали ли медики о том, что их пациент умирал не только от болезни,
но и от страха, вбитого в него политической машиной. Могли ли они спасти человека, если бы понимали, что лечить нужно не только тело, но и душу, раздавленную предательством и ощущением безысходности? Или в системе, где врачи лечат симптомы, а не причины, где никто не задает вопрос, почему пациент боится больницы больше, чем смерти, такое спасение было невозможно изначально. Вспомните последнего человека, которому вы доверяли безоговорочно. Человека, с которым прошли огонь и воду, делили успехи и провалы, строили планы на годы вперед. А теперь представьте, что однажды утром вы узнаете, этот человек работал против вас. Не открыто, не в лицо. Тихо, методично, из-под-тишка подкладывал информацию вашим врагам. Сливал ваши планы, разрушал вашу репутацию. И самое страшное, вы не знаете, как долго это длилось. Месяц? Год? Может быть, с самого начала вашей дружбы он был чужим агентом в вашей жизни. Такое предательство не просто разрушает отношения. Оно разрушает способность доверять кому-либо вообще. Именно это пережил Чиныбай Турсунбеков, когда узнал правду о человеке, которого считал своей правой рукой. Эрмис. Назовем его так, потому что называть настоящее имя в этой истории означало бы подвергнуть его семью риску. Был не просто соратником Турсунбекова. Это был человек, которого спикер вытащил из районной политики, продвинул в парламент, защищал от нападок, делился связями и ресурсами. Когда Эрмис переживал скандал в своем избирательном округе, Турсунбеков тратил свой политический капитал, чтобы замять дело. Когда Эрмису нужны были деньги на строительство больницы в родном селе, Турсунбеков лично звонил бизнесменам, выбивал спонсорство. Они встречались не только в Белом доме, но и дома, семьями, отмечали дни рождения детей, планировали совместные проекты. Турсунбеков называл его братом, не по крови, но по духу. А Эрнис улыбался, кивал, клялся в вечной преданности. И параллельно встречался с людьми из новой команды, передавал информацию о планах спикера, о его слабостях, о том, как лучше давить на Турсунбекова, чтобы сломить его волю. Классическое предательство. Иуда за 30 серебряников. Но в большой политике цена предательства выше. По некоторым данным, Эрнису пообещали место в будущем правительстве. И он продал своего благодетеля, не задумываясь. Турсунбеков узнал об этом случайно, а может быть, ему намеренно дали узнать, чтобы добить окончательно. Один из депутатов, который сам перебежал к новой власти, но сохранил остатки совести, позвонил бывшему спикеру поздним вечером. Разговор был коротким. «Чиныбай Шершенбекович, я должен вам сказать. Эрнис. Он работает на них уже полгода. Все, что вы ему говорите, уходит наверх. Извините, что не сказал раньше. Но вы должны знать». Турсунбеков молча положил трубку. Потом сидел в темноте несколько часов, не включая свет, не двигаясь. Жена нашла его утром в том же кресле. Он так и не лег спать. Смотрел в одну точку остекленевшими глазами. На вопрос, что случилось, ответил тихо. Ничего. Просто понял, что всю жизнь был слеп. Следующие дни он проверял информацию. Звонил старым знакомым в спецслужбах, просил посмотреть телефонные распечатки, контакты Эрниса за последние месяцы. Картина складывалась четкая. Его брат встречался с ключевыми фигурами из президентской администрации регулярно. Часто, сразу после закрытых совещаний у спикера. Хронология встреч совпадала с утечками информации, после которых планы Турсунбекова проваливались еще на стадии обсуждения. Больше не оставалось сомнений. Эрмис был не просто предателем. По мнению близких Турсунбекова, он был профессиональным агентом влияния, внедрённым в близкий круг спикера. И самое горькое — Турсунбеков сам открыл ему все двери. Сам дал доступ ко всем тайнам. Сам превратил его в идеального крота. Новой команде даже не пришлось ломать защиту. Турсунбеков сам впустил врага в свой дом. Когда они встретились в последний раз, а встреча была неизбежна, потому что Эрнис все еще изображал лояльность, Турсунбеков не стал устраивать сцену. Не кричал, не обвинял, не требовал объяснений. Он просто смотрел на своего бывшего соратника долгим тяжелым взглядом. И Эрнис при всей своей наглости не выдержал, отвел глаза. «Ты получил то, что хотел?» — спросил Турсунбеков тихо.
Эрнис пробормотал что-то невнятное про обстоятельства, про необходимость думать о будущем, про то, что ничего личного. Турсунбеков кивнул. «Ничего личного», — повторил он. Потом встал и вышел из кабинета, оставив бывшего друга сидеть в опустевшем помещении. Больше они не разговаривали. Эрнис получил свою должность в администрации нового президента. Небольшую, не самую видную, но достаточную, чтобы чувствовать себя на коне. А Турсунбеков получил урок, который убивает доверие навсегда. В большой политике нет братьев. Есть только временные союзники, которые предадут тебя в тот момент, когда цена предательства окажется выше цены верности. Этот удар Турсунбеков переживал тяжелее, чем отставку. Потерять должность — это политика. Так бывает. Сегодня ты наверху, завтра внизу. Но потерять веру в людей, понять, что человек, которого ты считал семьей, годами носил маску и ждал момента, чтобы вонзить нож в спину, это ломает что-то глубже, чем карьера. Близкие вспоминают, что после истории с Эрнисом Турсунбеков изменился окончательно. Если раньше он хотя бы пытался держаться, сохранять подобие активности, встречаться с людьми, то теперь замкнулся полностью. Перестал отвечать на звонки, перестал выходить из дома без крайней необходимости. Обгородился от мира толстой стеной недоверия и страха. Потому что если предал тот, кому он доверял больше всех, значит, предать может кто угодно. Значит, безопасности нет нигде. Значит, ты один против всех. И эта изоляция, добровольная, но вынужденная, стала последней каплей для организма, который уже не выдерживал нагрузки. Мог ли Турсунбеков спастись, если бы узнал о предательстве раньше? Если бы вовремя отсёк Эрниса, зачистил свой круг от агентов влияния, построил настоящую защиту? Или в системе, где лояльность покупается и продается как товар на рынке, где сегодняшний брат становится завтрашним доносчиком, спасения не было в принципе. И единственный выбор был между быстрой смертью от публичного разоблачения и медленной, от тихого удушения в петле страха и одиночества. В северо-западном углу Бишкека, в частном секторе, где дома прячутся за высокими заборами и густыми деревьями, есть улица, по которой редко ездят машины. Местные называют ее «тихой». Не из-за отсутствия шума, а потому что здесь живут те, кто предпочитает не привлекать внимания. Чиновники среднего звена, успешные бизнесмены, бывшие политики. Дом Турсунбекова стоял в конце этой улицы, скромный по меркам политической элиты. Двухэтажный коттедж, небольшой сад, гараж на 2 машины. Никакой показной роскоши, никаких признаков власти. После отставки он проводил здесь почти все время, выходя только для визитов к врачу и редких встреч с оставшимися друзьями. Дом стал его крепостью и его тюрьмой. Последние недели жизни Турсунбеков почти не покидал пределы участка. Соседи замечали, как он ходит по саду часами, медленно опираясь на трость, останавливаясь у каждого дерева, будто прощаясь. Иногда стоял у калитки, смотрел на улицу долгим, невидящим взглядом. Охранник, которого семья наняла по настоянию родственников, вспоминает. «Я думал, работа будет простая. Стоишь у ворот, проверяешь посетителей. Но гостей почти не было. Недели проходили, и никто не приезжал. Однажды я спросил Чинабая Шаршембековича, может, вам скучно одному?» Он улыбнулся грустно и сказал: «Квот 4». Я тогда не придал значения, думал, старик просто хандрит. Теперь понимаю, он действительно был один. Совсем один. Внутри дома царил странный порядок. Порядок человека, который готовится к неизбежному. Турсунбеков начал разбирать архивы, сжигать документы в камине, хотя на улице было тепло. Жена пыталась остановить. Это же история, воспоминания, зачем уничтожать? Он не объяснял, просто продолжал методично складывать бумаги в огонь и смотреть, как они превращаются в пепел. Уничтожал фотографии с политических мероприятий, письма, записи встреч. Будто стирал следы собственной жизни. Готовился исчезнуть без остатка. Племянник, который помогал ему с бумагами, нашел в одной из папок конверт с надписью «Открыть после». Спросил, после чего. Турсунбеков забрал конверт, спрятал в сейф, ответил уклончиво: «Когда придёт время, поймёшь».
Что было в том конверте, никто не знает. После смерти Турсунбекова сейф вскрыли, но конверт исчез. Либо он сам уничтожил его в последние дни, либо кто-то забрал, пока семья была в больнице. Были в доме и места, куда Турсунбеков не пускал никого. Кабинет на втором этаже, где он проводил долгие часы за закрытой дверью. Жена слышала, как он говорит там по телефону. Тихо, напряженно, часто с длинными паузами. С кем он говорил? Звонки не фиксировались на городском телефоне. Значит, использовал мобильный, который постоянно менял. После смерти его последний телефон не нашли. Возможно, выбросил сам, возможно, кто-то забрал. Но те редкие люди, которые заходили в дом в последние недели, рассказывают об ощущении, что Турсунбеков живет в состоянии постоянной готовности к чему-то. Окна всегда зашторены. Двери спальни в сад всегда закрыты на засов. На тумбочке у кровати стакан воды, лекарства, телефон, маленький фонарик. Будто он готовился к ночному побегу или к визиту, которого боялся, но знал, что он неизбежен. Была ли у Турсунбекова какая-то информация, которую он прятал до последнего? Документы, записи, свидетельства, способные навредить тем, кто его сломал. Логика подсказывает, человек его уровня за десятилетия в политике накапливает компромат на всех. Это валюта выживания в большой игре. Ты знаешь чужие тайны, тебя боятся трогать, потому что мертвый политик с архивом опаснее живого. Но этот механизм сработал только если архив находится в надежном месте и есть люди, готовые его обнародовать. У Турсунбекова таких людей не осталось. Все, кому он мог доверить последнюю страховку, либо предали его, либо испугались связываться с радиоактивным материалом. Поэтому если какие-то документы и существовали, они умерли вместе с ним. Сгорели в камине, исчезли из сейфа, растворились в небытии, как и сам их владелец. В последний вечер Турсунбеков был дома один. Жена уехала к родственникам. Он настоял. Сказал, что хочет побыть в тишине. Охранник ушел в 8 вечера, как обычно. Турсунбеков требовал, чтобы ночью его не тревожили. Что он делал в те последние часы? Сидел в кабинете, глядя в темноту за окном? Перебирал воспоминания, пытаясь понять, где была точка невозврата, когда еще можно было свернуть с этого пути. Думал о предателях, которых когда-то считал друзьями? Или просто устало ждал, когда сердце, которое слишком долго работало на пределе, наконец остановится и принесет покой? Соседка, которая не могла заснуть той ночью, видела свет в окне второго этажа до самого рассвета. Потом свет погас. А когда жена вернулась утром, нашла мужа на полу в кабинете. Скорая помощь констатировала смерть на месте. Официальная причина — острая сердечная недостаточность. Неофициальная — организм, который устал бороться, просто сдался. Что чувствовал человек, который всю жизнь был частью системы, строил карьеру в большой политике, играл в игры власти, когда понял, что проиграл не просто должность, а саму способность контролировать свою жизнь. Когда осознал, что от него ничего не зависит, что решения о его судьбе принимают другие, и эти решения окончательны. Есть ли страх сильнее, чем понимание собственной полной беспомощности перед машиной, которую ты сам помогал строить десятилетиями? А теперь эта машина перемалывает тебя. Медленно, методично, равнодушно. Представьте, вы — один из 7 человек, знавших все о Чинабае Турсунбекове. Каждый медицинский секрет, каждый телефонный разговор, каждую встречу без протокола. Вы знаете, где спрятаны документы, какие диагнозы скрывает личный врач, кому он звонит в 3 часа ночи, когда не может заснуть. Теперь представьте, вам нужно выбирать между лояльностью человеку, который вас продвигал, защищал, доверял, и собственной безопасностью, потому что новая власть приходит не с пустыми руками. Она приходит с четкими списками, кто с нами, кто против. И нейтральных позиций не существует. Осенью 2012 года эти 7 человек, ближний круг бывшего спикера, его водители, помощники, охранники, медсестра, сделали выбор, который изменил последние месяцы жизни Турсунбекова. Что заставило их отвернуться от человека, которому они служили годами? Механизм был прост и жесток. Каждому пришли отдельно. Не угрожали напрямую. В
Киргизии угрозы редко звучат открыто. Просто беседа. Человек в строгом костюме, представитель администрации президента, приглашает на встречу. Разговор ведется в нейтральных тонах. Мы знаем, что вы работаете с Чыныбаем Шершенбековичем. Уважаем вашу преданность, понимаем сложность ситуации. Но времена меняются. Новое руководство страны заинтересовано в стабильности. А стабильность требует, чтобы все знали свое место. Вам предлагают сотрудничество. Не предательство, упаси Боже. Просто информирование. Сообщать, кто приезжает к бывшему спикеру, о чем он говорит по телефону, какие документы запрашивает из архивов. Ничего особенного. Рутинная работа. И за это защита. Ваш бизнес не проверят. Вашу семью не тронут. Ваша карьера продолжится. Отказ? Ну что же, тогда разговор окончен. Только помните, государство имеет длинную память. Те, кто в нужный момент не поддержал стабильность, потом удивляются, откуда взялись проблемы. 5 из 7 согласились. Не сразу, через несколько дней, после бессонных ночей, после мучительных терзаний совести. Но согласились. Потому что страх за семью сильнее личной преданности. Потому что в системе, где правоохранительные органы — инструмент политического давления, защиты нет ни у кого. Один водитель отказался и через месяц потерял работу. Его новый работодатель вдруг расторг контракт без объяснений. Следующие 3 места работы закончились так же. Ему не говорили прямо, но он понял. Черный список. Пока не согласишься сотрудничать, работы не найдешь. Через полгода он сдался. Второй отказавшийся охранник столкнулся с уголовным делом. Обвинение смехотворное. Незаконное хранение оружия, хотя лицензия была в порядке. Но дело завели, начали следствие. Адвокаты говорили: можем тянуть, но гарантий нет, судьи в таких вопросах управляемы. Зачем тебе это? Охранник продержался 2 месяца, а потом подписал бумагу о сотрудничестве. Дело закрыли на следующий день. Турсунбеков не знал об этом поначалу. Он продолжал разговаривать со своими людьми откровенно, делился планами, рассуждал вслух о политической ситуации, а информация уходила наверх ежедневными сводками. Кто приезжал, о чем говорили, какие документы просматривал, какие звонки делал. Полная картина жизни человека, который думал, что находится в безопасности собственного дома. Когда он начал подозревать? Сложно сказать точно, но близкие вспоминают, что где-то в начале весны 2013 года Турсунбеков изменил манеру общения. Перестал говорить о важных вещах при водителе. Начал просить охранников выходить из комнаты во время разговоров. Телефонные звонки делал только на улице, во время прогулок по саду. Будто понял, стены имеют уши, а люди, которым он доверял, имеют второго хозяина. Один из тех, кто согласился на сотрудничество, спустя годы рассказал об этом журналисту. Его голос дрожал. Я видел, как он умирает изнутри. Каждый день он терял что-то. Сначала уверенность, потом доверие к людям, потом волю сопротивляться. Я знал, что моя информация используется, чтобы давить на него. Знал, что каждый мой отчет — это еще один гвоздь в его крышку гроба. Но я не мог остановиться. У меня семья, дети, ипотека. И я выбрал их безопасность вместо его. Это правильно? Не знаю. Но каждую ночь я просыпаюсь и вижу его глаза. Он смотрит на меня так, будто знает, будто простил заранее. И это хуже любого обвинения. Когда человек понимает, что окружён предателями, когда каждое слово может быть использовано против него, каждый жест записан, каждая слабость передана врагу. Это не паранойя. Это реальность, в которой существование превращается в непрерывную игру на выживание. Ты больше не можешь быть собой. Ты играешь роль даже дома, даже с близкими. Потому что не знаешь, кто из них последний. Кого еще не купили? Психологи называют это состояние распадом личности. Когда человек теряет способность доверять кому-либо, он теряет способность быть человеком. Превращается в запуганное животное, которое ожидает удара отовсюду и не видит выхода.
За 25 лет в большой политике Чиныбай Турсунбеков прошел путь от районного партийного работника до третьего лица в государстве. Он видел перевороты, смены режимов, политические убийства, замаскированные под несчастные случаи. Он знал, как работает система. Медленно, методично, без лишнего шума. Сначала изолирует от союзников, потом лишает ресурсов. Потом окружает информаторами. И, наконец, когда человек полностью сломлен, когда сопротивляться уже нечем, наносят финальный удар — физический или репутационный. Турсунбеков понимал, он находится на предпоследнем этапе. Окружение зачищено, информация контролируется. Остался последний шаг. И этот шаг он видел в зеркале каждое утро. Серое лицо, дрожащие руки, взгляд загнанного зверя. Его тело разрушалось быстрее, чем могло бы от старости, потому что страх убивает эффективнее любой болезни. Могли ли эти 7 человек спасти Турсунбекова, отказавшись от сотрудничества? Или в системе, где отказ означает уничтожение не только тебя, но и твоей семьи, героизм — это роскошь, которую могут позволить себе только те, кому нечего терять? В подвале здания администрации президента Киргизской республики, в комнате без окон, защищенной тройной системой доступа, хранился архив под кодовым названием «Легат». Официально его не существовало. В реестрах государственных архивов он не значился. Сотрудники, работавшие с этими документами, подписывали соглашение о неразглашении сроком на 50 лет. Этот архив содержал досье на политиков высшего эшелона, медицинские карты, компрометирующие материалы, записи разговоров, финансовые следы, связи с криминалом. Всё, что может понадобиться для контроля над элитой. Каждый крупный политик имел там свою папку. Папка Чиныбая Турсунбекова была одной из самых толстых. 217 листов, разделенных на разделы по годам. Последняя запись датирована августом 2013 года, за месяц до его смерти. А через неделю после смерти из папки исчезли 23 страницы. Вырезаны аккуратно, без следов. Что было на этих страницах? Кто их изъял? И почему именно эти документы нельзя было оставить даже в секретном архиве? Один из архивистов, работавших в легате, назовем его Нурбек, потому что настоящее имя поставит под угрозу его и его семью, согласился поговорить при условии полной анонимности. Встреча проходила в нейтральном месте, без записи, без свидетелей. Нурбек нервничал, постоянно оглядывался, несколько раз хотел уйти, но в конце концов заговорил. Я видел папку Турсунбекова до изъятия страниц. Там было всё. История болезней, начиная с 90-х, лечение в Москве, диагнозы, которые скрывали от общественности. Но самое интересное — раздел «Квоут 5». Кто финансировал его карьеру? Какие бизнесмены стояли за ним? Какие сделки проворачивались через его родственников? Стандартная информация на крупного политика. Ничего уникального. Нурбек замолкает, закуривает дрожащими руками, потом продолжает тише. Но был еще один раздел. Назывался «Квоут 6». Там фиксировались контакты, о которых официально не знал никто. С кем Турсунбеков встречался тайно, о чем говорили, какие договоренности достигались. Вот этот раздел исчез полностью. 23 страницы. Я не читал их подробно, не моя зона доступа, но видел обложку. Там было написано нижнее подчеркивание, квоут, нижнее подчеркивание 7, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание. Эти 23 страницы содержали информацию, компрометирующую не Турсунбекова, а кого-то из ныне действующих политиков. Возможно, записи встреч, на которых обсуждались темы, способные разрушить карьеры, отправить людей в тюрьму, изменить расклад сил во власти. Турсунбеков был человеком старой закалки. Он понимал ценность информации. Каждую важную встречу он фиксировал. Не всегда официально, но всегда точно. Даты, имена, суть разговоров. На случай, если придется защищаться. Или атаковать. Эти записи были его последней страховкой. И кто-то очень хотел, чтобы эта страховка исчезла вместе с ее владельцем.
Но бумаги, исчезнувшие из Государственного архива, — это только вершина айсберга. Личный архив Турсунбекова, который он хранил дома, был гораздо опаснее. Там были не сухие протоколы, а живые свидетельства. Аудиозаписи разговоров, сделанные тайно. Фотографии встреч, которые участники предпочли бы забыть. Финансовые документы, показывающие потоки денег между политикой и бизнесом. Расписки, обещания, компромат на десятки влиятельных людей. Этот архив Турсунбеков собирал 20 лет. Он был его защитой и его проклятием. Потому что владеть таким архивом безопасно, только пока ты силен. Стоит тебе ослабнуть, и этот архив превращается в мишень на твоей спине. Родственники вспоминают, что в последние месяцы жизни Турсунбеков одержимо занимался своими бумагами. Перекладывал папки, перечитывал документы, что-то сжигал в камине, что-то прятал. На вопросы отвечал уклончиво: навожу порядок, разбираю прошлое. Племянник, помогавший ему, заметил странную вещь. Турсунбеков отбирал бумаги по непонятному принципу. Часть документов, казавшихся важными, летела в огонь, а некоторые мелочи, справки, квитанции аккуратно складывались в отдельную коробку. Я не понимал логику, почему он уничтожает деловые бумаги, а сохраняет какие-то чеки из ресторанов. Теперь, думаю, он стирал следы. Уничтожал все, что могло скомпрометировать других людей. Оставлял только то, что касалось лично его. Будто защищал кого-то. Или боялся, что после его смерти этими бумагами воспользуются не так, как надо. Турсунбеков мог использовать свой архив как последнее оружие, опубликовать документы, разоблачить коррупцию, предательство, тайные сделки. Технически это было возможно, но практически означало бы объявить войну системе. А для войны нужны союзники. У него их не было. Нужна медийная поддержка, все крупные СМИ контролировались властью. Нужна политическая защита. Он был изгоем. Публикация архива в такой ситуации равнялась самоубийству. Не метафорическому, вполне буквальному. И Турсунбеков это понимал. Поэтому выбрал другой путь. Уничтожить максимум опасной информации. Защитить тех, кого еще можно защитить. И унести остальные тайны в могилу. Но кто-то не был уверен, что Турсунбеков уничтожил все. После его смерти дом посетили неустановленные лица. Это выяснилось позже, когда родственники обнаружили следы взлома сейфа в кабинете. Профессиональная работа. Замок вскрыт аккуратно, без повреждений. Содержимое осмотрено, но что именно взяли, неясно. Семья не заявляла в полицию. Зачем? Все понимали. Те, кто пришел за документами, имели санкцию сверху. Это не ограбление, это зачистка. Финальная точка в истории человека, который знал слишком много. 23 страницы из Государственного архива, личные документы из сейфа, аудиозаписи, которые могли существовать, но никто их не нашел. Что скрывали эти материалы? Имена? Суммы? Детали сделок? Или нечто страшнее? Планы, которые так и не реализовались, но одно упоминание о них могло разрушить репутации и карьеры. Мы никогда не узнаем, потому что история пишется победителями. А победители не заинтересованы в том, чтобы правда о прошлом всплыла на поверхность. Легче уничтожить документы, запугать свидетелей, похоронить память вместе с человеком и продолжать жить так, будто ничего не было. Знал ли Турсунбеков в последние дни, что его архив не спасет его? Что все, что он собирал годами, окажется бесполезным, потому что у противника больше ресурсов и меньше сантиментов? Понимал ли, что единственное, что он может сделать, это защитить информацию от использования против других, уничтожив ее? И если понимал, каково это — сжигать собственную страховку, зная, что остаешься без защиты перед системой, которая уже точит ножи. После падения диктатуры всегда появляется вопрос: кому это было выгодно? Латинское «cui bono» — ключ к пониманию любого политического преступления. Следи за деньгами, следи за властью, следи за тем, кто выиграл больше всех. В случае Чаныбая Турсунбекова
Ответ лежит на поверхности. Но произнести его вслух в Киргизии до сих пор опасно. После его смерти один человек получил все: контроль над парламентской фракцией, которую Турсунбеков годами выстраивал, лояльность депутатов, которые раньше голосовали по указке спикера, доступ к административному ресурсу, освободившемуся после устранения конкурента, политическое пространство, в котором теперь не было альтернативных центров влияния. Алмазбек Атамбаев, президент страны с 2011 года, за 3 года консолидировал власть настолько, что любое инакомыслие воспринималось как покушение на стабильность. Турсунбеков был последним крупным политиком старой школы, который мог бы стать точкой сборки оппозиции. Его смерть устранила эту угрозу окончательно. Цифры говорят сами за себя. Экономический анализ, проведенный независимыми экспертами, показывает: в течение 2 лет после смерти Турсунбекова бюджетные контракты, которые ранее распределялись через людей бывшего спикера, перешли к компаниям, связанным с президентским окружением. Сумма — более $100 миллионов США. Депутаты, входившие в неформальную группу поддержки Турсунбекова, один за другим голосовали за все президентские инициативы, даже те, против которых выступали раньше. Политологи называют это эффектом вакуума. Когда исчезает сильный игрок, его ресурсы перераспределяются в пользу доминирующей силы. Но если копнуть глубже, обнаруживается странная закономерность. Перераспределение шло не хаотично, а по четкому плану. Будто кто-то заранее составил список активов Турсунбекова и методично их забирал. Бизнес-империя родственников Турсунбекова, которая при его жизни была неприкасаема, после смерти рухнула за полгода. Компания племянника обанкротилась после проверки налоговой службы. Выяснились нарушения, о которых раньше никто не говорил. Строительная фирма зятя потеряла все государственные подряды. Конкурсы внезапно начали выигрывать другие. Ресторанный бизнес младшего брата закрылся после серии санитарных проверок. Каждый случай по отдельности можно списать на совпадение. Но когда разваливается все семейное дело за несколько месяцев, это уже не совпадение. Это зачистка. Один из племянников, потерявший бизнес, спустя время скажет с горечью: «Пока дядя был жив, мы были под защитой. Не потому, что он помогал напрямую, просто его имя что-то значило, боялись трогать. Как он умер, мы стали никем, открытая мишень. Взяли все, что можно было взять, и мы не могли сопротивляться. Куда жаловаться? Кто защитит?» Политический капитал Турсунбекова тоже оказался разграблен. Его соратники-депутаты, которые клялись в вечной верности, через месяц после похорон дружно голосовали за инициативы президента. Никаких дебатов, никаких альтернативных мнений. Полная лояльность. Один из депутатов, который пытался сохранить независимость, через 2 месяца потерял мандат. Обнаружились нарушения в избирательной кампании. Другой, более упрямый, столкнулся с уголовным делом. Остальные сделали выводы. Фракция, которую Турсунбеков создавал годами, превратилась в послушный инструмент президентской администрации. А лидером фракции стал человек, который еще при жизни Турсунбекова работал на Атамбаева. Круг замкнулся. Но самое циничное — использование имени Турсунбекова после смерти. На похоронах Атамбаев произнес прочувствованную речь о потере великого политика, о вкладе покойного в развитие парламентаризма, о том, как страна будет скучать по такому опытному государственному деятелю. Слова были правильные, риторика безупречная. Но те, кто знал правду, видели в этой речи издевательство. Человек, который систематически уничтожал Турсунбекова политически и морально, теперь оплакивал его публично. Человек, который довел его до состояния, когда смерть стала избавлением, теперь говорил о потере. Лицемерие высшей пробы. Или циничный расчёт. Мёртвый Турсунбеков не опасен, а его имя можно использовать для создания образа президента, который уважает оппонентов и ценит вклад всех политиков. Пиар на кустях. Один из журналистов, освещавших похороны, вспоминает эпизод, который не попал в официальные репортажи. Когда Атамбаев подходил к гробу, чтобы отдать последние почести, жена Турсунбекова отвернулась. Просто развернулась спиной к президенту и стояла так, пока тот не ушел. Это был немой протест. Обвинение без слов. Каждый, кто видел эту сцену, понял. Вдова знает правду.
и не прощает. Атамбаев сделал вид, что не заметил. Продолжал играть роль скорбящего. Но те несколько секунд, когда женщина повернулась к нему спиной у гроба мужа, сказали больше, чем любые расследования. Выгода Атамбаева от смерти Турсунбекова измеряется не только деньгами и влиянием. Это вопрос власти в чистом виде. Пока Турсунбеков был жив, существовала альтернатива. Пусть слабая, пусть загнанная в угол, но существовала. Его имя, его репутация, его связи — все это могло быть использовано для консолидации недовольных. В авторитарных системах даже символическая позиция опасна, потому что вокруг символа могут собраться люди, а люди — это сила. Убрав Турсунбекова, Атамбаев убрал последний символ старой политической элиты. Теперь поле было чистым. Новые правила, новые игроки. Все подконтрольные, все управляемые. Прямую связь между действиями Атамбаева и смертью Турсунбекова доказать юридически невозможно. Медицинское заключение гласит: естественная смерть, сердечная недостаточность. Вскрытие не выявило следов насилия или отравления. Формально все чисто. Но если посмотреть шире, систематическое давление, изоляция, слежка, уничтожение бизнеса родственников, внедрение информаторов в ближний круг, психологическое давление — все это создало условия, при которых смерть становилась неизбежной. Не нужно стрелять из пистолета, чтобы убить человека. Достаточно создать невыносимые условия существования и ждать, когда организм сдастся. В сентябре 2013 года, когда служба государственной охраны вошла в дом Чыныбая Турсунбекова после вызова скорой помощи, они нашли нечто, чего не должно было существовать. В мусорном баке на заднем дворе, под слоем пепла от сожженных бумаг, лежал небольшой кожаный блокнот, настолько обгоревший, что страницы слиплись в черную массу. Эксперты позже восстановили несколько строк. Записи велись рукой Турсунбекова. Даты охватывали последние 2 года его жизни. Имена. Суммы в долларах США. Короткие пометки. Встреча состоялась. Согласие получено. Документы переданы. Этот блокнот был ключом к пониманию того, что происходило за закрытыми дверями в последние месяцы жизни бывшего спикера. Но сразу после обнаружения, буквально через 3 часа, блокнот исчез из машины, которая везла его в криминалистическую лабораторию. Водитель утверждал, что не отходил ни на минуту. Охранник клялся, что никого не подпускал. Но улика испарилась. Следственные органы закрыли дело через неделю. Недостаточно доказательств для продолжения. Что именно скрывали обгоревшие страницы? Кто забрал их так быстро, что даже не оставил следа в документации? И главное, почему имена из этого блокнота до сих пор никто не произносит вслух? Существует свидетельство, которое ставит под сомнение официальную версию последних дней Турсунбекова. Сосед по улице, пенсионер, страдающий бессонницей, имел привычку смотреть в окно по ночам. Он не искал сенсаций, просто не спалось. Этот человек утверждает, за 3 ночи до трагедии к дому Турсунбекова подъезжала машина. Темный седан без номеров. Остановился у ворот, погас свет. Через 10 минут из калитки вышел сам Турсунбеков. Сосед узнал его силуэт, характерную сутулость, тяжелую походку. Турсунбеков сел в машину, она уехала. Вернулась через 2 часа. Турсунбеков вышел, с трудом добрался до дома, держась за забор. Машина исчезла в темноте. Когда журналисты пытались найти этого соседа для интервью, выяснилось, он продал дом и уехал из Бишкека через месяц после смерти Турсунбекова. Новый адрес неизвестен, телефоны не отвечают. Анализ последних финансовых операций Турсунбекова показывает странную активность. За месяц до смерти он снял со счетов крупную сумму наличными — $50 000 США. Банковские служащие запомнили эту операцию. Пожилой человек, явно больной, дрожащими руками заполняет документы, просит все в крупных купюрах. Куда делись эти деньги? В наследство они не вошли. Жена утверждает, ничего не знает о снятии такой суммы. Родственники тоже в неведении. Деньги просто исчезли.
Одна из версий — Турсунбеков пытался купить защиту, нанять охрану, которой мог доверять, или заплатить за вывоз семьи за границу, если что-то пойдет не так. Другая версия темнее — его шантажировали. Требовали выкуп за нераспространение компромата или за жизнь близких. Третья версия самая страшная. Деньги были платой за молчание. За то, что Турсунбеков унесет секреты в могилу и не попытается их обнародовать перед смертью. Последние показания людей, видевших Турсунбекова перед трагедией, складываются в тревожную картину. Таксист, который случайно подвозил его за неделю до смерти, вспоминает. Пассажир всю дорогу оглядывался назад, проверял, не следят ли за машиной. Попросил сделать 2 лишних поворота, чтобы убедиться. Продавщица в аптеке, где он покупал лекарства для сердца, говорит. Человек был на грани. Руки тряслись так, что с трудом расплатился. Спросил шепотом, можно ли войти через черный ход. Не хочет, чтобы видели. Сторож у мечети, где Турсунбеков иногда молился, запомнил его последний визит. Сидел в углу больше часа. Губы шевелились, будто читал бесконечную молитву. Когда встал, лицо было мокрым от слез. Все эти люди видели не политика. Они видели загнанного зверя, который чувствует неизбежность конца. А потом случилось то, чего никто не ожидал. Турсунбеков вдруг исчез на 2 дня. Жена забила тревогу, звонила друзьям, родственникам. Никто не знал, где он. Телефон не отвечал, машина стояла в гараже. Охранник клялся, не видел, как босс вышел из дома. Но его не было. Обнаружили через 48 часов в частной клинике на окраине Бишкека, куда он приехал сам, на такси, под чужим именем. Лечащий врач той клиники, который не знал, кто его пациент на самом деле, зафиксировал критическое состояние. Давление запредельное, сердечный ритм хаотичный, признаки нервного срыва. Турсунбеков умолял не сообщать родным, не оставлять его одного в палате, спать только при включенном свете. Врач предположил паранойю. Но на следующее утро пациент исчез из клиники, не дождавшись выписки, оставив деньги на тумбочке и записку. «Простите, здесь тоже небезопасно». Что произошло с Чыныбаем Турсунбековым за те 2 дня, пока он скрывался? С кем он встречался? Чего боялся настолько, что даже семье не доверился? Почему решил, что больница опаснее, чем его больное сердце? Эти вопросы остаются без ответов. Но факт таков. После этих 2 дней Турсунбеков изменился окончательно. Сломался, сдался, перестал бороться. Будто понял, выхода нет. Куда ни беги, система достанет. В больнице опасно, дома небезопасно, на улице следят. Круг замкнулся, западня захлопнулась. И единственное, что оставалось — ждать, когда сердце, измученное страхом и отчаянием, наконец сдастся. Вы знаете, каково это — жить с человеком 30 лет и вдруг понять, что не знали его совсем? Говорит вдова Чыныбая Турсунбекова, соглашаясь на разговор впервые за все годы после трагедии. Встреча проходит в скромной квартире, куда семья переехала, продав дом, где умер глава семьи. На стенах нет фотографий, нет наград, нет ничего, что напоминало бы о политической карьере. Будто они стерли прошлое. Женщина выглядит старше своих лет. Глаза усталые, голос ровный, без эмоций. Но когда она начинает говорить о последних месяцах жизни мужа, пальцы сжимают край платка так, что костяшки белеют. Чыныбай был закрытым человеком. Работу не приносил домой, не жаловался, не делился проблемами. Я уважала это. Думала, у каждого должно быть личное пространство. Она замолкает, смотрит в окно. Теперь понимаю, он не защищал личное пространство. Он защищал меня. Не хотел, чтобы я знала, что происходит на самом деле. Боялся, что втянет в опасность. Последний год жизни Турсунбеков жил двойной жизнью. Днем изображал спокойствие, общался с родными, смотрел телевизор, гулял по саду. Но ночью превращался в другого человека. Жена слышала, как он часами ходит по кабинету. Тихие разговоры по телефону. Кто звонил в 3 часа ночи? Шуршание бумаг, скрип половиц. Несколько раз она просыпалась от странных звуков и заставала его стоящим у окна в темноте.
смотрящим на улицу застывшим взглядом. На вопрос, что случилось, отвечал: «Ничего, не спится». Утром делал вид, что выспался. Но глаза выдавали. Он не спал неделями. Я пыталась говорить с ним, предлагала поехать отдохнуть, сменить обстановку, может быть, за границу, к дочери. Он отказывался. Говорил: сейчас не время. Потом. Скоро все закончится. Я не понимала, что он имеет в виду. Что должно закончиться? Теперь, думаю, он знал. Чувствовал приближение конца. И готовился. В семье Турсунбекова никто не догадывался о масштабе опасности. Жена видела, что муж нервничает, но списывала на последствия отставки, на депрессию, на возрастные изменения. Дети, живущие отдельно, замечали перемены, но отец умело скрывал тревогу, когда они приезжали. Играл роль благополучного пенсионера, который наслаждается покоем после бурной карьеры. Только старшая дочь, самая внимательная, однажды напрямую спросила: «Папа, ты в опасности?» Турсунбеков замер, посмотрел на нее долгим взглядом, потом обнял и сказал тихо: «Не волнуйся, я все решу. Главное, вы будьте в безопасности». Эти слова дочь запомнила навсегда, потому что они звучали не как успокоение, они звучали как прощание. Жена вспоминает последний совместный ужин за 3 дня до трагедии. Турсунбеков был странно спокоен, почти умиротворен. Ел медленно, смаковал каждый кусок, будто впервые пробовал еду. Говорил о пустяках, о саде, о погоде, о том, что надо бы подстричь деревья. Потом друг положил вилку, взял ее за руку и произнес: «Прости меня за все. Я старался быть хорошим мужем, но политика забирала слишком много. Знай, ты была смыслом. Всегда». Женщина растерялась. Что за глупости? Мы же вместе столько лет. Впереди еще больше. Он улыбнулся грустно. Конечно. Впереди много времени. Но улыбка не достигла глаз. Вечером он сидел в кресле, держал на коленях старый фотоальбом. Листал медленно, останавливался на каждой фотографии. Свадьба, рождение детей, первая должность, поездки, друзья, многих из которых уже нет в живых. Последнюю страницу разглядывал особенно долго. Совместное фото всей семьей, 10 лет назад, когда дети были маленькими, а он — влиятельным спикером. Закрыл альбом, спрятал на полку, сказал тихо: «Хорошая была жизнь». Что знала семья о том, что происходило в реальности? О слежке, о предательстве ближнего круга, о систематическом давлении, о страхе, который съедал их отца и мужа изнутри? Ничего. Турсунбеков построил стену между публичной жизнью и домом. Семья жила в иллюзии безопасности. Они видели усталого политика на пенсии, не видели загнанного человека, который каждую ночь ждал стука в дверь. Эта стена защищала их от правды, но одновременно лишала возможности помочь. Может быть, если бы жена знала, насколько все серьезно, она настояла бы на отъезде, увезла бы мужа силой подальше от Бишкека, от людей, которые хотели его сломать. Может быть, дети вмешались бы, нашли защиту, подняли шум. Но Турсунбеков не дал им этого шанса. Он выбрал молчание, чтобы не подвергать семью риску, чтобы не делать их соучастниками опасной игры. После его смерти семья столкнулась с последствиями этого молчания. Вдова нашла в кабинете записки, спрятанные в книгах. Короткие, отрывочные, будто человек писал их в моменты отчаяния. «Если что-то случится, не ищите виновных. Система сильнее. Детям передайте. Гордитесь не должностями отца, а тем, что он не предал принципы. Прости, что не смог защитить то, что строил всю жизнь». Эти записки семья сожгла. Не хотели, чтобы кто-то нашел. Слишком опасно хранить предсмертные послания человека, которого сломала власть. Но слова запомнились. Они стали проклятием. Каждый член семьи Турсунбекова живет с вопросом: могли ли они предотвратить трагедию?
Можно ли было спасти человека, если бы знали правду раньше? Или он был обречен с того момента, как отказался безоговорочно поддержать президентские амбиции Атамбаева? И все остальное — только медленное исполнение приговора, который вынесли давно. Знаете, что самое страшное? Жена Турсунбекова встает, подходит к окну, стоит спиной, плечи напряжены. Я до сих пор боюсь. Прошло столько лет. Он мертв. Я никому не опасна. Но когда звонит телефон, я вздрагиваю. Когда стучат в дверь, сердце замирает. Я продала дом, сменила номер, почти не выхожу, потому что страх, который жил в нем последние месяцы, передался мне, будто он оставил его в наследство. И я не знаю, как от этого избавиться. Как жить дальше, когда ты видела, что система может сделать с человеком? Как довести до состояния, когда смерть — избавление? 25 сентября 2013 года началось как обычное утро. Чиныбай Турсунбеков проснулся в 6 часов 30 минут, как всегда. Встал тяжело, опираясь на спинку кровати. Постоял у окна, глядя на рассвет над Бишкеком. Город просыпался медленно, улицы пустые, воздух прозрачный. Это был последний рассвет, который он видел. Через 12 часов его земной путь завершится в кабинете на 2-м этаже, где он провел столько бессонных ночей. Но утром он этого не знал. Или знал? Завтрак был молчаливым. Жена заметила, что муж почти не ест. Пьет чай маленькими глотками, смотрит в пустоту. На вопрос «ты себя плохо чувствуешь?» ответил отстраненно: «Нормально, просто устал». Принял лекарство для сердца, двойную дозу, что было нарушением предписания врача. Когда жена сделала замечание, отмахнулся: «Сегодня нужно». Потом поднялся в кабинет, закрыл дверь. Больше она его живым не видела. Что делал Турсунбеков в последние часы? Восстановить точную хронологию невозможно, но есть отрывочные свидетельства. Водитель, который приехал около 10 утра за поручением от жены, слышал сквозь дверь кабинета тихий голос. Турсунбеков говорил по телефону. Фразы были обрывочными. «Я все понимаю. Слишком поздно. Пусть будет так». С кем он говорил, неизвестно. Телефонные распечатки той симпатичной карточки так и не были предоставлены следствию. Пропали вместе с самим телефоном. Около полудня жена принесла ему обед. Постучала в дверь. Турсунбеков открыл сам. Редкость. Обычно кричал «Войдите». Взял поднос, поблагодарил, посмотрел на жену долгим взглядом, будто хотел что-то сказать. Но промолчал. Закрыл дверь тихо, почти бесшумно. Еда осталась нетронутой. Когда жена зашла забрать посуду вечером, обнаружила тарелки холодными. Турсунбеков сидел в кресле спиной к двери, смотрел в окно. «Не голоден», — сказал коротко. Голос звучал странно, устало, обреченно. Последний визитер в дом Турсунбекова приехал около 4 часов дня. Охранник зарегистрировал. Мужчина средних лет, назвался старым другом, визитки не оставил. Турсунбеков лично вышел встречать, попросил охрану отойти. Они прошли в кабинет. Разговор длился час. Соседка, которая в тот момент поливала цветы на балконе напротив, видела сквозь неплотно задернутые шторы. Двое сидели друг напротив друга, гость говорил, жестикулировал. Турсунбеков молчал, голова опущена. Потом гость встал, направился к двери. Обернулся, сказал что-то последнее. Турсунбеков не встал его провожать. Остался сидеть в кресле неподвижно. Гость вышел быстро, сел в машину, уехал. Номера машины соседка не запомнила. Лицо гостя не разглядела. Следствие не нашло этого человека. Вернее, не искало. Запрос о личности последнего визитера был закрыт через 3 дня. Свидетелей недостаточно. После отъезда гостя Турсунбеков заперся в кабинете. Жена стучала в 7 вечера, звала ужинать. Он ответил сквозь дверь: «Позже, мне нужно закончить кое-что». Голос был спокойным. Слишком спокойным для человека, который неделями жил в напряжении. Жена насторожилась, но не стала настаивать. Ушла на кухню. Это был последний разговор.
В 8 часов вечера охрана сменилась и ушла домой. Турсунбеков сам настоял на этом графике. Ночью он хотел быть один, без посторонних глаз. Жена легла спать около 10. Свет в кабинете на 2-м этаже горел. Она подумала: опять бессонница. Заснула. Проснулась в 3 часа ночи от тишины. Абсолютной, звенящей тишины. Поднялась, прошла к кабинету. Дверь приоткрыта, свет горит. Турсунбеков лежит на полу рядом с креслом, правая рука прижата к груди, глаза закрыты. Лицо спокойное, почти умиротворенное. Будто он устал и решил отдохнуть. Скорая помощь приехала через 20 минут. Констатировали смерть на месте. Предварительная причина — острая сердечная недостаточность. Время смерти — между 9 вечера и полуночью. Точнее установить невозможно. Признаков насилия не обнаружено. Тело передали в морг для вскрытия. Результаты вскрытия подтвердили. Естественная смерть. Сердце не выдержало хронической нагрузки. Никаких токсинов, никаких следов отравления, никаких травм. Медицински все чисто. Но в кабинете, где его нашли, осталась одна странная деталь. На столе лежал лист бумаги, исписан ровным почерком Турсунбекова. Начало фразы: «Я прожил достойную жизнь и не жалею ни о чем. То, что происходит сейчас, это...» Фраза оборвана. Дальше лист чист. Будто он начал писать предсмертную записку, но не закончил. Или не успел, или передумал. Этот лист забрала полиция как вещественное доказательство. В материалах дела его нет. Исчез. Как и многое другое, связанное с последними часами Чиныбая Турсунбекова. Что он чувствовал в те последние часы одиночества? Страх? Облегчение? Смирение? Сидел ли он в кресле, глядя в темноту за окном, и думал о том, как все пошло не так? Или просто ждал, когда сердце, которое слишком долго работало на пределе, под грузом невыносимого стресса, наконец остановится и принесет покой? Мы никогда не узнаем, потому что свидетелей не было, записей не осталось. Только холодный протокол судмедэкспертизы, в котором жизнь человека сведена к медицинским терминам: коронарная недостаточность, гипертрофия левого желудочка, атеросклероз. Все правильно, все объяснимо, все естественно. Если не знать, что за год до смерти этот человек был здоров, достаточно, чтобы работать по 12 часов в сутки. Если не знать, что разрушило его не время, а система, которая методично ломала его волю, веру, надежду, пока организм не сдался. 25 сентября в 9 вечера Чиныбай Турсунбеков был еще жив. Сидел в кресле, смотрел в окно на ночной Бишкек. Город, который он любил. Город, в котором прожил всю жизнь. Город, который стал его тюрьмой. В полночь его больше не было. Между этими 3 часами умерла не только жизнь. Умерла эпоха. Умер последний политик старой школы, который верил, что репутация и принципы что-то значат. Умерла иллюзия, что в большой политике возможна честная игра. Осталась только система. Холодная, равнодушная, всесильная. Система, которая пожирает своих детей и не оставляет следов. Через 3 дня после смерти Чиныбая Турсунбекова в мечети столицы прошла церемония прощания. Пришли тысячи людей. Политики, которые годами работали с ним, произносили правильные речи о великой утрате. Президент Атамбаев лично возложил венок, назвал покойного выдающимся государственным деятелем и примером служения Отечеству. Камеры сняли скорбящих депутатов, заплаканных родственников, почетный караул. Все по протоколу, все красиво. Через неделю о Турсунбекове перестали упоминать в новостях. Через месяц его имя исчезло из политических дискуссий. Через год большинство молодых киргизов не могли вспомнить, кем он был. История переписывается быстро, когда власть контролирует память. Что стало с семьей? Вдова продала дом, где умер муж, переехала в скромную квартиру, избегает публичности. Дети уехали за границу, кто в Россию, кто в Казахстан. Внуки растут, не зная толком, кем был их дедушка. Фотографии из семейных альбомов постепенно выцветают.
Память стирается. Это нормально. Это безопаснее. В стране, где политическая лояльность определяет судьбу, лучше быть потомком никого, чем потомком человека, который попал в немилость. Судьба предателей оказалась разной. Эрнис, ближайший соратник, который работал на новую власть, получил обещанную должность в администрации. Продержался 2 года, потом тихо ушел в отставку. Сейчас живет за границей, бизнес процветает. Он никогда не давал интервью о Турсунбекове. Имя бывшего босса не произносит. На вопросы о тех временах отвечает коротко. Это было давно. Я предпочитаю не ворошить прошлое. 5 из 7 человек ближнего круга, согласившихся на сотрудничество со спецслужбами, продолжают жить в Бишкеке. Работают, растят детей, стараются забыть. Один из них спился и умер через 3 года после трагедии. Перед смертью, лежа в больнице, говорил родным: «Чиныбай приходит каждую ночь, стоит у кровати и смотрит». Врачи списали на алкогольный делирий, но родные запомнили. Этот страх был настоящим. Официально — цирроз печени. 2 других, которые долго сопротивлялись давлению, в итоге эмигрировали.